Так, сегодня 26 августа 2026 года, 18 часов 4 минуты по Берлину и, соответственно, 19 часов уже 5 минут по городу Джакарта. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Арслан Арцуев. Всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Все остальные присоединяйтесь. Давайте плодотворно проведем сегодняшний наш стрим. Сегодняшний свой стрим я назвал «Визит главы ЦРУ в Москву. Калининград готовят к большой войне». Об этом и многом другом мы будем сейчас общаться. Как известно, 25 августа 2026 года на военном самолете С-17 с пересадкой с остановкой в Риге директор ЦРУ Джон Рэдклифф посетил столицу России. Это происходит на фоне 5-го года широкомасштабной войны против Украины. Цель визита официально не раскрыта. ЦРУ и Белый дом молчат. Кремль через Пескова говорит о контактах между спецслужбами. По данным американских СМИ, это первый известный визит Рэдклиффа в Москву на посту директора. Перед поездкой в Вашингтон попросил Украину временно приостановить удары по Москве, Санкт-Петербургу и некоторым северным районам. Аналитики связывают миссию с несколькими возможными задачами предупреждения о рисках эскалации, включая подготовку к мобилизации или действиям, тестирующим решимость НАТО. Вопросами поддержки Ирана Россией, обменом заключенными или управлением эскалацией в целом. Историческая параллель: визит Уильяма Бёрнса, бывшего директора ЦРУ, в ноябре 2021 года с предупреждением Путину перед полномасштабным вторжением в Украину. И я вам объясню, что я имею в виду. Почему именно я считаю, что могут быть события сейчас, эскалация может произойти в Калининграде. 23 августа 2026 года The Wall Street Journal написал статью, которая называется российские военные тестируют НАТО. Российские военные проводят по всей стране в данный момент учения и проверки, чтобы оценить, насколько система готова принять и обеспечить большое количество новых призывников на случай, если Кремль решит объявить новую волну мобилизацию, первую с 2022 года, то есть тотальную массовую мобилизацию. Окончательного решения пока нет. Конкретный пример: Калининград. В июле 2026 года офицеры из Санкт-Петербурга специально прилетели в Калининградскую область. Российский эксклав, зажатый между двумя странами НАТО и Балтийским морем. Там они отрабатывали полный цикл мобилизационных процедур для местного населения, как размещать, кормить и вооружать призывников. Эти учения в Калининграде лишь один из многих подобных мероприятий, которые проходят по всей России на всякий случай. В последние месяцы Россия не может набрать достаточно контрактников и добровольцев, чтобы восполнить потери на фронте в Украине.
темпы вербовки отстают от потерь. Это создает давление на Кремль. Западные источники считают, что Владимир Путин вряд ли объявит мобилизацию до парламентских выборов в Государственную Думу в конце сентября 2026 года. Однако его стремление полностью захватить Донбасс может в итоге заставить пойти на этот шаг. В случае эскалации с Западом, западные разведки допускают, что Россия может попытаться захватить часть Сувалкского коридора, узкой полосы между Калининградом и Белоруссией через Польшу и Литву. Слухи о возможной мобилизации уже вызывают беспокойство внутри фашистской России. Ну, у них, кстати, этого нет, это уже я от себя добавляю. Также статья это подчеркивает, Кремль хочет иметь готовый инструмент, но пока откладывает политически рискованное решение. Авторы отмечают, что новая мобилизация, если она случится, может быть более организованной и постепенной, чем хаотичная кампания 2022 года, благодаря электронной системе воинского учета. Статья опубликована, как я уже сказал, на журнале The Wall Street Journal 23 августа 2026 года. Обновлена она была 25 августа. Ну и давайте попробую обосновать. Почему именно Калининград? 23 августа, как я вам прочитал сейчас статью, опубликовала эксклюзив со ссылкой на западные разведслужбы. В июле 26-го российские офицеры специально прилетали из Санкт-Петербурга в Калининградскую область и отрабатывали там полный цикл возможной мобилизации местного населения. Калининград назван конкретным примером таких учений. Аналогичные проверки идут в других регионах, но именно этот эксклав западные источники выделили отдельно. Калининград – это российский эксклав, полностью окруженный странами НАТО, Польша с юга, Литва с севера и востока, плюс Балтийское море. До ближайших стран НАТО считанные километры. Рядом находится Сувалкский коридор, узкая полоса территории Польши и Литвы между Калининградом и Белоруссией, около 65-100 километров. Западные разведки уже много лет рассматривают его как потенциальную точку уязвимости НАТО. И если его перекрыть, страны Балтии окажутся отрезанными от остального альянса по суше. Поэтому любые мобилизационные приготовления именно здесь автоматически читаются не только как подготовка к войне в Украине, но и как возможная готовность к сценарию эскалации с НАТО. В тех же разведотчетах и в последующих комментариях прямо говорится, если Россия решит тестировать решимость НАТО, гибридные действия, ограниченная провокация или даже небольшая операция, то Калининград и Сувалкский коридор один из наиболее вероятных направлений. Учения по мобилизации в этом регионе усиливают такие опасения. И как мы уже видели, это было в Украине, так было везде, где Россия начинает свои имперские завоевания. Сперва поднимается население, например, это могут быть местное население там, в Литве, это могут быть там какие-нибудь русскоязычные, может быть какая-то провокация, террористические акты, это излюбленные методы фашистской России. И затем люди выходят, их даже они сами могут ликвидировать, чтобы потом обвинить в этом Запад. Как они обычно это делают, они делали так в отношении Чеченской республики Ичкерия, помните взрывы в 1999 году, когда россияне сами взрывали, ФСБ взрывала своих же россиян, обвинила в этом чеченцев. Ну и так далее. Визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву 25 августа прошел буквально через 2 дня после публикации вот этой газеты. Аналитики и СМИ прямо увязывают эти события. Американская разведка увидела приготовление. Вот в связи с этим я посчитал, что скорее всего это может быть связано именно с этим. То, что директор ЦРУ прибыл в Москву. Конечно, это может быть и другие причины какие-то, да, могут быть и связаны с Ираном, и могут быть не одни причины, не одна причина, по которой он приехал, а несколько одновременно. Но факт остается фактом. Все мы видим, спецслужбы видят, мы наблюдаем за публикациями.
в газетах разных, что Россия готовится к этой мобилизации. Причем, как я вам сейчас говорил о том, эта мобилизация должна быть более массовой, более уже спланированной, а не хаотичной, как она была. Поэтому эскалация только усиливается. Россия теряет огромное количество людей каждый день на фронте. И украинцы сейчас уже усовершенствовали свою армию. Вообще, на самом деле, сегодняшняя украинская армия может быть одна из самых сильных в мире. Именно используя дроны, наземные, воздушные, надводные, вероятно, и подводные. И знаете, поступает такая информация, что если произойдет вот эта эскалация, если произойдет конфликт в районе Калининграда, бывший Кёнигсберг, то, скорее всего, будут применены баллистические ракеты. И, может быть, они будут применены уже каким-нибудь ограниченным ядерным зарядом. Одновременно с этим, скорее всего, Россия тогда призовет всех к штыку. И сейчас она все уже систематизировала, все уже есть в интернете, в компьютере. Они это смогут сделать очень быстро. Хакеры, конечно, могли бы этому помешать, но посмотрим. Посмотрим. Так, давайте я посмотрю. Так, Шамиль, приветствую тебя, валейк салам. Все будет Ичкерия, обязательно, Шамиль. Валейк салам, Рояль Машвор. Я думал, Аслан главу ЦР Путлеру по ушам надавал. Я думал, Аслан глава ЦРУ Путлеру по ушам надавал. Ну, возможно, здесь много скрытых механизмов, скрытых каких-то действий. И известно, что ФСБшники уже многие стоят на коленях. Я не знаю, почему до сих пор российская армия этого не понимает и дает себя вот так просто уничтожать, ввязав вот в эту абсолютно бесполезную войну, абсолютно преступную войну. Преступную, конечно, им не привыкать, но для них она фатальная. И в первую очередь для российских военных. Почему они не предпримут шаги и просто не нейтрализуют Кремль и Лубянку? Они могли бы это сделать. Силы у них есть. Просто сказать Дропатому: товарищ, подождите, мы сейчас закроем этот вопрос. Развернуться и дойти не как Пригожин до Ростова, и разговаривая о том, что мы вот тут такие всякие, нам патронов не хватает, снарядов не хватает и так далее. А вот непосредственно пойти на Москву, конкретно к Бортникову, к Путину, к Патрушеву и так далее. Мы посмотрим, что они сделают. В принципе, они очень недовольны, как я вижу, наблюдаю за российскими военными. Очень недовольны, ну, думающие. Вот это, вот кто не думает, им-то все равно. Думающие очень недовольны, понимают, что они попали в западню, на самом деле, в Украине. И расплачиваться будет российский народ, и российская армия, и российские генералы. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Еще есть одна проблемка. Если российский народ не поддержит российскую армию, то на Западе они будут считаться военной хунтой. Поэтому у них фактически тоже такой цуцванг получается. Как бы, чтобы они ни делали, лучше не будет. Поэтому им, конечно, нужна поддержка россиян. Но за последние, 20-30 лет на России народ российский не принимал участия ни в чем, кроме оболваненных полностью. И они понимали, что от них ничего не зависит. Поэтому поддерживать российскую армию, которая такая же коррумпированная, такая же преступная, почти такая же, как людоеды из ФСБ, я сомневаюсь, что много желающих найдется. Но так как много погибших и много уже из людей простых, которых собрали, отправляли на эту войну, то есть вероятность, что в какой-то части народ поддержит. И, конечно же, у военных российских нету информационного того ресурса, который есть у ФСБ, у Путина, у Кремля, у Лубянки.
Поэтому так голоса их звучат, но не очень активно и сильно. Посмотрим, что они. У них ситуация самая худшая. Хуже, чем у ФСБ у них ситуация. А у ФСБ как бы уже есть шанс выбраться из этого. И, скорее всего, они даже выберутся, потому что тут на Западе их они устраивают. Вот как бы ни казалось это нелогичным, как бы ни казалось это циничным, ну да, здесь на Западе готовы разговаривать с тем, кто контролирует ситуацию, даже если это людоед. Ну, они, в принципе, с ними разговаривают, они даже с ним сотрудничают, сотрудничали, когда геноцид над чеченским народом сотворяли. Все как бы в этом смысле как-то так. Посмотрим. Ты ошибаешься, говорит тайрист или турист. Ты заблудшая душа. Чечне будет очень сложно без России. Ты не глупый мужик. Ты должен понимать, что придут англосаксы, британцы и будут качать все с региона. Будет хуже Афганистана. Тайрост, но смотри, я не знаю, будет хуже или лучше, потому что только Господь Бог знает, как будет. Что будет завтра, будет так и так. Но вы настолько уже осточертели нам, да, в печенках у нас сидите. Вы столько нам горя принесли, что говорить, что кто-то будет хуже вас, ну это точно не вам говорить точно. Вы делали на протяжении последних 300 лет с нами то, что ни один народ, ни с каким народом никогда не делал. Полностью пытались не только физически нас уничтожить, вы нас исторически, духовно, морально пытаетесь уничтожить. Понимаете? Поэтому будем мы с вами или не будем с вами, это точно не вам решать. Ваша задача, как русских, которые совершили геноцид, взорвав свои дома, да, это сделали ФСБшники. Да, вашей вины в этом нет, русские, россияне, в этой вины вашей нет. Вас уничтожали. Но после того, когда вы поняли, что все-таки это сделала ФСБ, из вас нашлись единицы только, тот, кто вышел, об этом говорил. Их они убили, заканчивая Литвиненко, Щекочихиным, там разными другими. Но сам факт остается фактом. Вы топили чеченский народ в крови, вы убивали чеченских детей, вы убили 42 тысячи чеченских детей, вы убили более 250, около 250 тысяч граждан Чеченской республики Ичкерия, всех национальностей, в том числе и русских. Вы сейчас убиваете в Украине, вы убивали в Грузии, вы убивали в Сирии. Я не знаю, какое вам удовольствие это доставляет, но вы это делаете. Понимаете? Вам, простым русским, это никакой пользы от этого нет. Кроме вот этого мнимого величия, которое вам кажется. Понимаешь? Поэтому мы с вами не будем. Наши дороги разошлись навсегда. Навсегда. Да, к русским никаких, этническим русским никаких вопросов у меня лично нет. Я не испытываю ни к одной нации предвзятости и так далее. Я обозначаю русских, потому что я вкладываю это как русский, политический русский, то есть имперец, то есть фашист. Понимаешь? А так русский я общался, дружил, продолжаю дружить. И абсолютно нормальные, адекватные люди. Можно разговаривать, можно, тем более я говорю на языке не хуже русского, на вашем языке. Поэтому знаю, о чем говорю, так сказать. Ну да ладно, это все лирика. Россия готовится к зимнему наступлению. Вполне возможно. Русские такие же пострадавшие от режимов бесов. Я не правояк. Да, не буду читать твой ник, но я с тобой согласен. Да, русские пострадавшие, русские
Знаете, я давно заметил, что вот то, что работа, которая ведется против чеченцев, ну, она просто охватывает все сферы просто жизни человека, полностью все сферы. И потом уже наблюдая дальше, я понял, что второй народ, над которым ФСБ, КГБ ведет эту работу, это русские. Как бы это ни казалось странно. Атомизируются, разделяются. И вот, ну, как бы, вот такая работа над вами ведется. Но проблема в том, что кто-то из вас это понимает и все равно служит этой системе, а кто-то понимает и спивается, понимая, что бессилен просто ничего сделать. А кто-то вообще не понимает. Это таких большинство. Кто просто не понимает и считают, что и живут в этой пропаганде, в этом мифе. У нас тоже такие есть. Вот убивали вы просто, я же вам не просто придумываю все эти 42 тысячи убитыми детей, 250 тысяч убитых граждан в целом. Сколько вы нас в тюрьмах сгнобили, сколько вы судеб сломали. Весь чеченский народ просто по всему миру развеялся. Ниоткуда без добра мы возрождаемся и возродимся, так возродимся, что времена Джохара Дудаева вам будут казаться такими пионерским лагерем вам будут казаться. Но несмотря на это, да, есть люди, которые за деньги просто продают совесть, честь, достоинство, свою чеченскость. Все продают. Жаль, очень жаль. Александр Голубев говорит, весь мир обсуждает только Россию. Русские, у него сила. Так он и Эпштейна тоже весь мир обсуждал. Что тоже сила, что ли, Эпштейн, да. Я не понимаю, если я вам так плох и неугоден, почему вы заходите, постоянно пишете, а? Эпштейн и есть Россия. Совершенно верно, Рауф. Они не русские, а московиты. Ну да, наверное, так исторически. Валейк салам, планета Машуэр. Акескес ник шмонуется. Это запись, говорит Карлуха. Да, запись, точно. И ты тоже запись. Так, отлично. Как прыгают у нас зрители. То 500 человек, то 3 человека у нас в YouTube. Ну да, на русня. Ассаламу алейкум. В той стране, где ты есть, Аллай. Да, конечно, есть здесь. Валейкум салам.
Только на России нет мужиков, чтобы захватить Украину. Ну, есть. И очень, смотрите, 0 сейчас YouTube. Вы видите, скажите, вы видите, что у меня 0 стоит сейчас YouTube, а комментарии идут? Посмотрите, сейчас 9 стало. Скажите, вы видели, что там сейчас 0 стало? Или это только у меня показывает? Невероятно. Психует, говорит, убегает. Да, 500 человек разом, причем раз выходит, потом разом заходит. Так, слава Иисусу Христу, говорит Федор Иванов. Аминь, слава Иисусу Христу. И Моисею слава, и Мухаммеду слава, и Ною слава, всем нашим посланникам и пророкам слава. На СВО помощь выделяешь, говорит Кирилл. Ну, я выделял, когда был жив дедусик, а больше не выделял. Мне самой, я же тоже на СВО, понимаешь? Я же тоже защищаюсь от фашистской КТО, да, контртеррористической операции. Россия меня террористом объявила, там пытается меня дискредитировать, там воздействовать на моих родственников и так далее. Так что мне тоже нужны финансы, понимаешь? Попробуй измениться, пока есть время, если оно есть. Ну вот так оно есть или нет, Игорек, ты мне ответь. А то я сейчас изменюсь, а времени уже нет. Что-то поздно будет. Так неинтересно. Правда, что Путин главный шайтан? Я думаю, Путин не главный шайтан. Вот как бы это ни казалось странным. Путин просто, знаете, клоп, прищ в одном месте. А есть еще грязнее и главнее шайтаны. Вот опять 0 показывает у меня YouTube. Скажите, видите вы? YouTube, вы будете что-нибудь делать с этими, елки-палки? А то у меня здесь уже который день постоянно прыгает число зрителей. Таким образом, они, видимо, сбивают возможность просмотра. Но как бы они ни старались, людям все равно интересно, люди находят. И сейчас с новой силой уже опять, видимо, как-то прорывается канал наш на Россию. И мы видим, что людям интересно, очень интересно. Много пишите. Извините, друзья, если не отвечаю, но много пишите. Не могу я, короче говоря, справиться с вами. Потому что вы меня тут засоряете, я не успеваю читать комментарии, так как очень много вы пишете, одновременно с этим показывает, что 0 смотрят, да, а комментарии идут, да. Салам из Баку, салам Рау, салам Баку. Дигду дал бухастам бор, саму.
Запомни, говорит, мои слова, то, что кроме Израиля никто не поможет свободной Чечне, но уже без исламской религии. Знаешь, я тебя посылаю за русским кораблем. Ты фашист. Исламская религия тебе никаким боком не мешает. Израиль и евреев убивают братья-семиты, арабы. Помогают им братья Натаньяху, путинские холопы, помогают россияне, помогают. А ты идешь за русским кораблем, за антимусульманскую, за антиисламскую пропаганду. Понимаешь? Запомни. Ваши эти дешевые разводы, да, запомни, мы это сделаем. Плавали, знаем, да. Так, вот ты улыбаешься в эфире, а вот ты ответь, где руководители России говорили плохо про украинцев, а у них там руководящие, что только не говорили про россиян. Ответ дай на это. Ну, Джонни Металл, мне кажется, это просто очень, очень глупо то, что ты говоришь, понимаешь? Говорить, не говорить там плохо, хорошо, это одно. Ну, вы, давай скажем, про чеченцев вы говорили, что чеченцев всех надо убивать. Что мы бандиты, животные, звери, все, бандиты, террористы и так далее. Но про украинцев, может, Путин прямо ничего плохо не сказал. Ну, просто он зашел и начал их убивать. Женщин, детей, мужчин, всех начал убивать. И их землю захватывать, понимаешь? Просто ты немножко, или ты маленький, молодой, или просто еще не развит. Так. У меня пока 104 посетителя, и цифра не меняется. Да, странно, у меня она прыгает. Сейчас 377 показывает. А буквально 5 минут назад было 0. Это они так делают, они тролли заходят и потом резко выходят. Таким образом, алгоритмы YouTube показывают, что стрим неинтересный, и выходит. Ну, такая вот у них работа. Правду гасить. Помните, у меня был несколько дней назад стрим. Сейчас вам скажу точно, когда он был. Стрим у нас был 20 августа, то есть это было 6 дней назад. А теперь слушайте сюда. Путин разрешил отбирать, ну, тот стрим назывался «Зачем Зеленский бомбит Валберес, а не ФСБ или Генштаб РФ». И сейчас смотрите, что происходит, что предпринимает Путин. Путин разрешил отбирать бизнес у компаний, которые подвергаются атакам вооруженных сил Украины. Президент России подписал указ, который позволяет передавать в управление Росимуществу объекты критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечивают необходимые меры безопасности. Документ распространяется на объекты ТЭК, промышленности, связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, энергетики, включая атомные объекты, а также другие объекты, важные для безопасности и экономики России. Чтобы вернуть имущество под свое управление, владельцы должны будут получать разрешение правительства. То есть экспроприация идет, просто отбирают. То есть Путин начал эту войну, развязал войну, сам всех просто взял, напал на соседнюю страну, получил отпор
И когда начали обратно прилетать, ответка начала прилетать, то Путин решил просто все забрать себе. Те, кто не смог защитить. То есть ни армия, ни ФСБ не должны защищать их. Они должны просто налоги платить. Они потом сами себя должны защищать. Сами потом вооружаться должны, сами идти воевать должны. Все должны делать сами. Вот в какой вы стране живете. Просто это полный идиотизм. Но дело в том, что мы вот 20 августа, я вам это все рассказал. Я рассказал, что, я не знаю, ГУР это бьет по Валберис, по этим логистическим хабам. Либо СБУ бьют, ну я думаю ГУР. Там, где путинские российские интересы, всегда маячат уши Кирилло Буданова. Вот кого там маячат. И дело в том, что Валберис тогда, как мы знаем, Бакальчук, да, Бакальчук его, по-моему, фамилия, и Ким, муж и жена, которые ругались, делили имущество. Этот обратился к Кадыровым, та обратилась к Керимову. За Керимовым стоит мощная там ФСБ лобби, по всей видимости. За Кадыровым стоит Путин. Но были убиты два ингуша, два охранника. Охранники вот этого Валберис, где командовала Ким. И, видимо, большой резонанс получился, уже пролита кровь, и тогда решили замять. Но Путин человек злопамятный. Видимо, Кирюху Буданова или кого там, Зеленского, кого он там подтянул, я не знаю, но начали бить по Валберис. Не по ВСБ били, не по военным не били. Да, на территории Украины военные бьют. А вот эти спецоперации на России ведут либо СБУ, либо ГУР. И они бьют по Валберис. Били. А я вам 6 дней назад сказал, что это делается выгодно Путину. Они как бы с Кадыровым проиграли, то есть немножко отползли назад тогда, по какой-то причине, видимо, чтобы суеты, шухера не наводить, там слишком, видимо, очень сильно обиделись. А потом решили, что нужно либо забашлять, либо попросить, давай, мочи, короче говоря, Валберис. Вот Валберис мы сейчас по Озону начали бить и так далее. Ну, короче говоря, и все теперь, куда прилетает украинская ракета, все это становится автоматически Путина, то есть государство. Вот в какой стране вы живете, товарищи. С чем я вас всех и поздравляю. У нас тоже, кстати говоря, сейчас у нас тут события будут развиваться усиленными темпами. Дело в том, что в аэропорту Франкфурта случилась вспышка малярии. Может, конечно, это случайность, но об этом сообщает Deutsche Welle на русском. Один сотрудник скончался, еще 5 оказались заражены, сообщает управляющая аэропортом компания Fraport, институт имени Роберта Коха. По этим данным, возбудитель опасной тропической болезни предположительно проник в Германию вместе с комарами из зараженной малярией местности. Они могли находиться в грузовом отсеке самолета, совершившего посадку во Франкфурте на Майне еще в июле. В результате сначала стало известно о 4 случаях заражения, потом добавилась информация о еще 2. Один из инфицированных работников аэропорта скончался, другие проходят лечение. После того, как были установлены специальные ловушки, малярных комаров удалось поймать, сообщила пресс-служба Fraport. Мы выражаем глубочайшее соболезнования родственникам скончавшегося, также заявил представитель компании. Сотрудники аэропорта проинформированы об опасности при появлении типичных симптомов малярии. Они должны обратиться к врачу. Как уточнили РКИ, все медработники региона Рейн-Майн получили соответствующую информацию. Ну, смотрите, у нас здесь находятся схроны оружия, проводятся теракты, нападения на самолеты при помощи дронов. Конечно же, информационно очень мощно ведется работа против Германии. Вот мне такое впечатление, против Франции очень сильно тоже, но основные все силы брошены против Германии.
И здесь нужно вот нагнетать. Сейчас будут выборы, и скорее всего, вот то, что сейчас может произойти в Калининграде, это может быть связано с терактами, потом с какой-то вспышкой какой-нибудь малярии или какими-нибудь там другими вирусами, которые могут запустить. Могут, ну, все что угодно, просто не дай бог, конечно, но все, что просто нам в голову даже не придет, они уже это неоднократно уже делали над другими разными. К большому сожалению, вот сегодня Германия находится в такой ситуации. Поэтому я всех призываю, проживающих в Германии, и не только в Германии, особенно чеченцев, пожалуйста, чеченцы, мы здесь оказались, потому что нам дали помощь здесь, в Германии. Когда фашистская Россия нас убивала, преследовала, дискредитировала, дискриминировала, нас здесь приняли. Поэтому мы должны стоять на страже. Это наша Родина. Да, мы здесь живем, мы здесь учимся, работаем, лечимся и все остальное. Поэтому мы все должны стоять на страже. Среди чеченоговорящих здесь есть агенты, которые стучат. Я этих агентов предупреждаю. Вы очень сильно пострадаете. Вам Россия ничего хорошего не сделала. Вам она 2 копейки дает. Вы можете брать эти 2 копейки. Вы на крючке, вы добровольные, пожизненные. Может, не добровольные, но слуги, пожизненные. Либо вы сбежите, спрячетесь, либо вы останетесь слугой. Но вы можете не до конца делать ту работу, которую саботировать, которую на вас возлагают, не до конца ее делать. Делать где-то так не очень качественно. Это вам зачтется. Зачтется. И мы зачтем, чеченцы, которые здесь живем. И немецкие власти вам это зачтут. Поэтому призываю всех чеченцев в первую очередь, всех кавказцев, чеченцев в первую очередь. Будьте очень внимательны. Все, кто связан с этими руснявыми, с этими Кадыровой, Мудыровой, ГРУ, ФСБ, это все люди, которые нанесут нам колоссальный вред. Нам всем здесь живущим чеченцам. Понимаете? И мы должны очень-очень быть осторожны в этом, внимательны, и быть очень осторожными и очень внимательными. Понимаете? Так что вот такие вот дела. Очень все будет серьезно. Провокации будут. Да, в том числе на нас могут натравливать там разных вот этих националистов. Сейчас, если здесь какие-то волнения будут. Мы ни в чем не участвуем. Если вы гражданин Германии, да, пожалуйста, участвуйте. Политические, так, мигранты, мы ни в чем не участвуем. У нас нейтралитет. Но при всем при этом, я имею в виду, внутри Германии есть там политики там между собой там правые, левые, там, социалисты, коммунисты, там кто-то будет. Да, это сугубо их внутреннее дело. Но если фашнявая русня сюда лезет, если ее агентура здесь вас что-то попросит перевести, положить, будьте очень осторожны. Нас первых будут русские подставлять, как они с этим исламским радикализмом нас подставляли, также будут подставлять под разными лозунгами. Понимаете? Будьте очень-очень осторожны. И ради себя, и ради той страны, которая является нашей второй родиной. Мы обязаны защищать ее и по религии, и по нашему закону, и по немецким законам. Понимаете? Мы обязаны и по совести, и по чести. Это наша страна. Мы ее должны защищать. Не забывайте об этом. Так. Так, давайте дальше. Ну вот новость. Путин, Deutsche Welle на русском. Путин считает переговоры об Украине провалившимися и намерен усилить удары по Киеву, пишет Bloomberg. Власти РФ планируют новую эскалацию войны против Украины. В частности, речь может идти о применении баллистических ракет по целям в центре Киева и объектам энергетической инфраструктуры и другим регионам Украины, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю анонимные источники. По их данным, причиной такого решения стал вывод Владимира Путина о тупике в переговорном процессе. Рамки переговоров, пишет агентство, фактически развалились, а президент РФ не собирается прекращать войну в ответ на санкции или удары ВСУ
по объектам логистической и нефтяной инфраструктуры России. Фашист долбаный. Гореть тебе в аду. Но всему свое время. Всему свое время. Всему свое время. Так, ну давайте я тут зачитаю с Фейсбука новость. За достоверность особо не ручаюсь. Но создаются два крупных соединения в Украине с приходом главнокомандующего Дропатова. Видимо, по 3 корпуса в каждом. Задача стабилизация в Донбассе. Фактически 3 корпуса это армия, то есть главнокомандующий создает внутри ВСУ 2 общевойсковые армии. Командующий 1-й армией Редис, то есть Денис Прокопенко, Азов, командующий 2-й армией Андрей Белецкий, до этого командир 3-го корпуса. 2 самых крутых украинских командира, 2 военных таланта, 2 героя Украины. Ну, посмотрим, что будет. Я думаю, дело идет к эскалации. Так, Бандеровка, приветствую. Ну, смотрите, здесь еще такая новость. Помните такого Гаджи, как его звали? Гаджи Махачев. Гаджи Махачев такой был. Такой ублюдок был, который сгорел в своей машине вместе с теми, кто в него, или он в кого урезался на Кутузовском проспекте. Ну, пособник, участник геноцида чеченского народа. Мерзкое создание было. Так вот,
В Подмосковье зарезали вдову дагестанского политика Гаджи Махачева. По подозрению в убийстве задержан друг ее сына, сообщает телеграм-канал 112. По данным издания, тело 43-летней Анны Каменевой, срезанное раной шеи, обнаружили в деревне Жуковка в Одинцовском округе. В доме нашли следы крови, полотенце с бурыми пятнами, гильзы и травматический пистолет. Вдова Гаджи Махачева работала в МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. Гаджи Махачев погиб в 2013 году в ДТП в Москве. Он дважды избирался депутатом Госдумы, был постпредом и соучастником геноцида чеченского народа. Вот такая вот трагическая судьба оказалась вот этой семьи. Жену я винить не могу, но Гаджи Махачев заслужил то, что с ним произошло. Дай Бог, чтобы со всеми, кто убивал чеченских женщин, детей, помогал убивать, случилось то же самое. Но оно обязательно случится. На том свете уготовано теплое место для... Так, очень интересный момент складывается. Украинцы окружают фашистов, оккупантов, и 4000 боевиков могут оказаться в кольце. Котел около Лимана, может быть, скоро захлопнется. Добрый вечер, Рафаэл, приветствую тебя. Добрый вечер, брат. Guten Abend, Абандарака. Спасибо, спасибо. Ужас просто, ужас. Ужас. Так. Русские не имели слова. Да? Не понимаю, к чему-то это, Виктор. Так, интересно, ты вот понимаешь, что все твои ролики и слова записаны, и рано или поздно все придется отвечать. Ты наговорил уже очень много плохого в адрес моего народа. Роман Иванов. Ну, как ты думаешь, если я, например, провожу стрим в ТикТок, а потом его перекладываю в YouTube, чтобы сохранился, потому что здесь его посмотреть нельзя. Как ты думаешь, я понимаю, что мои ролики записываются? Как ты думаешь? Так. Ужас. В Непале произошло очень мощное наводнение, сильные сели и сильные наводнения и паводки. Много есть погибшие. Просто невероятно. Огромные силы вода просто течет по... Выше прочитать? Сейчас, Виктор. Сейчас прочитаю выше. Сейчас прочитаю. Прочитал. Так.
Да уж. Ясно. Да, не говори уже. Государство Чеченской Республики Ичкерия восстановит свою независимость. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Да, деоккупирует свою страну, будет так точнее, Киртукас, где она у нас оккупирована страна, и мы нашу страну деоккупируем. И это с каждым днем все ближе и ближе. Этот день. Это день победы. Порохом пропах. Да уж. Так, ну, комментариев не вижу. Я тут комментариев не вижу. Новости тоже, в принципе, одни и те же попадаются. Приходится самому разгадывать ребусы. Зеленскому песика подарили. А что за песик? Ага. Фрею подарили. Но у меня лучше, да.
Китай делает много роботов. Так. Так, скажи честно, хочешь прожить на этой земле? Короче, Роман Иванов, во-первых, я проживу ровно столько, сколько мне отведено Богом. Я уже достаточно пожил, если честно, мне 49, и я, кажется, уже все повидал в этой жизни. Поэтому с кем это не твое собачье дело. Устроить такой ответ, с кем я хочу прожить. Это так, Леон. Короче, Россия давно проиграла Украине. Россияне просят пощады у американцев. Да, абсолютно верно. Россия, как только вторглась на территорию Украины, она попалась. Она попалась в капкан. И Путин, великий геополитик, геостратег, оказался просто болваном, которым двигала жажда величия, деньги там, и так далее. Но не только им, у них вся вот программа такая была заложена, что вот там украинцы это второй сорт, что вот они, Киевская Русь, это их история, что там и так далее, а без них они никто на самом деле. Но при условии, как мне тут пишут, мы там русские, чеченцы, братья, мне тут пишут, это прокадыровские, пророссийские, которые дружат с ними, он и говорит. Как только я скажу, давай раздельно жить, братья, что же раздельно живут? У тебя свой дом, у меня свой дом, да, забор поставим, да, если хорошо вести себя будем, можем без виз сделать, а тогда я уже враг. Все, я только за то, что я не хочу жить под его пятой, причем вот тот, кто пишет, не под его пятой, он сам под пятой, но он сам холоп. Мне просто надо быть подхолопным, понимаете? Потому что у россиян нету понимания на равных. Вот в русском менталитете, имперском, политическом русском империи, нету понимания на равных. Есть или над, или под. Вот это он понимает. Вот ты холоп, и ты должен был. Он холоп, и он холоп. Все, вот это устраивает. Вот так вот. По-другому они не понимают просто. Не умеют сосуществовать. Поэтому им нужна Украина подхолопная, чтобы она подчиненная была. А украинцы за 20 лет, 25 лет независимости, свободы от Советского Союза, от этой фашистской империи, взрастили целое поколение свободных людей. Даже 2 поколения. Молодые люди, которые жили в Советском Союзе, они освободились. Реально, русские тоже могли освободиться. Джохар Дудаев боролся за свободу всех постсоветских стран. Да, мы дали Украине время, мы дали странам Балтии время, чтобы они могли в НАТО войти. Если мы сразу капитулировали бы, Россия бы еще быстрее пошла бы. Если бы сами чеченцы так быстро пали бы, сдались бы, то тогда бы быстро пошли бы и дальше. Еще не успели бы страны Балтии войти в страны НАТО, да, в альянс НАТО. Украине было бы тяжелее, там, казахам было бы тяжелее, азербайджанцам тоже не сладко, правда, было им долгое время. Сейчас более-менее вырываются, и то еще неизвестно, как из этого получится. То же самое у армянов тоже было. У армян была такая, сейчас тоже пытаются вырваться, посмотрим, что из этого получится. Потому что агентуры очень много, которая будет мешать. Поэтому в этом смысле, им нужно, чтобы все подчинялись, все были под, понимаете? А украинцы уже не будут под. И сейчас, когда, знаете, да, уже устали украинцы, погибают украинцы, некоторые в панике разбежались, некоторые еще что-то, да, как везде, и на России такое было, и в Украине было. Но костяк украинской нации, армии не было. Представьте себе, все 20 лет, 25 лет, вот этот Янукович, там другие, третьи, там кто там атомное оружие сдавал. Ее разоружали, ее делали слабой Украину. Всячески, как угодно, ее воровали, грабили, коррупция, все было. Когда в 2014 году начались события, вот это Крым отжали, это вот эта ситуация, когда пошла. 18-20-летние пацаны ехали в Крым, а армии 40-летние там мужики бежали с этого Крыма. То есть не было армии, фактически ее не было. А вот там почему Крым не удержали и так далее, и так далее. Потому что некому было удерживать фактически. Все СБУ Крыма перешло, все до единого перешли на сторону русских.
Глава СБУ сбежал в Россию, президент в Россию, министр МВД обороны в Россию. Все было Россия. И сейчас там огромное количество. И кто защитил? Народ. Простые украинцы, простые девушки, парни вышли и защитили. Ценой своей жизни. Это, да, это говорит о том, что это нация свободных людей. Но они меньше, у них нету денег, у них нету нефти, у них нету возможностей, которые были, технологий, оружия, которое было у фашистской России, которая готовилась к Третьей мировой войне, там Вторая армия в мире и так далее. Но, как говорится, Бог на стороне Украины. И сегодня технологии, посмотрите, как это просто, ну это чудо. На самом деле мы видим своими глазами чудо. То, что делают украинцы, против них 25 лет их давили, гнобили, там всячески пропагандировали, внедряли агентуру, убивали думающих, смелых, патриотов, националистов. Сейчас националистов хотят представить фашистами. Заметили, как начинают говорить мусульманы-нацисты, нацисты-мусульмане? Да? Вот, а украинцы, они всех понимают. Украинцы вот такой народ. В этом и есть божественная сила. Понимаете? Они евреи могут избрать, если он им нравится, они верят. У них нету вот этой зашорости, фашизма вот этого, что вот этого нельзя. Это... Хотя надо было не Зеленского, дело не в национальности, надо было другого избирать, к сожалению. Но все равно все идет, как говорится, могло быть и хуже, так сказать. Да? Могло быть и лучше, наверное. Но сейчас уже мы гадаем. И вот в итоге получилось так, что когда украинцам было тяжело, Запад понял, ага, сейчас уже и нас это коснется, Европа это поняла, начала помогать. Ну, а солдат не посада, добровольцы есть, разных стран есть, много есть, разных всяких, много. Ну, конечно, относительно, все это на плечах украинских людей все это вытягивается, как это вытягивалось на наших плечах. У нас таких добровольцев не было, ни оружия не было, ни поддержки не было. И появились технологии. И знаете, я это провожу с аналогией. Где-то 5000 лет назад, даже может быть больше 1000 лет назад, может быть, знаете, это может быть 5300 лет назад это могло быть. В районе нынешней Украины зародилась цивилизация, мощнейшая цивилизация. Потомки Ноя, того самого Яфета, Сима, Хама, зародили бронзовый век, зародился там. 5300 где-то лет, я могу ошибаться, может быть 4300, 5300, вот между этим. Киевская Русь — это вообще пионер в галстуке по сравнению с историей, великой историей Украины. И когда появилась бронза, кто обладал бронзой, бронзовыми мечами, бронзовыми щитами, бронзовыми доспехами, колесницами, тогда не только же бронзовый век, он сопровождался колесницами, приручением лошадей, оросительной системой, много-много, что просто взрыв такой произошел, технологический, социальный. И Украина тогда расцветала, это можно проверить, это все есть, доступно в интернете, искусственный интеллект вам может подсказать. И сейчас происходит точно такой же всплеск Украины, точно такой же, и такой же технологический прогресс, технологический всплеск. И я прошу украинцев, пожалуйста, украинцы, я вас прошу, пожалуйста, оставайтесь теми, кем вы есть. Людьми света, людьми добра, защитниками против абсолютного беспримесного зла. Вас избрал Бог на это. Не только вы, мы все, мы чеченцы дали вам время. Вот божественная сила, божественный промысел, он такой. Он не делает сиюминутно, потому что силы зла, они имеют большую силу. И они должны по их планам победить, весь мир захватить. Но они не смогут победить, потому что есть силы добра, силы света. Пожалуйста, оставайтесь, не дайте себя, как бы тяжело не было, я понимаю, провоцируют.
Он против вас заставляют, вынуждают, подталкивают совершать преступления. То есть, что я имею в виду? Соблюдать правила и обычаи ведения войны, которые вы соблюдаете. Просто война ужасная вещь, сплошное преступление, просто само убийство людей это страшная вещь. Но при всем при этом Бог на вашей стороне ровно до тех пор, пока вы соблюдаете общечеловеческие принципы. Христианские в вашем случае. Это христианские, мусульманские, иудейские, это одни и те же, от Моисея, от Иисуса, от Мухаммеда. Это все люди, вот кого я перечисляю, все посланники Бога, они идут от Ноя. Это все одно генеалогическое древо. И мы поклоняемся одинаково, одному Богу мы все поклоняемся. И ценности нам несутся одни и те же. Просто посмотрите, откройте все книги, вы убедитесь, что это так. Без всякой этой пропаганды, мишуры, которые нам навязывают. Поэтому вот христианские ценности, настоящие христианские ценности, которые Иисус придерживался, не поп какой-нибудь там из Лубянки, а настоящий. Вот что значит сегодня Украина. И это, конечно, священная война, которую ведут украинцы. Конечно, она священная. Слава Украине, слава великому украинскому народу, который несет это тяжелейшее бремя. Я знаю, о чем я говорю, потому что мы это несли в еще тяжелейших условиях, еще большей тяжести. На земле не было большей сложности войны, чем та, которая была у нас в то время. Так, давайте дальше. Россию надо передать чеченцам. Единственное спасение россияна. Эджи, ты думаешь, это нужно чеченцам? То есть нам нужно будет, они же не понимают ни демократии, там нужно 2-3 поколения их просто заставлять быть демократичными, свободными и так далее. По-моему, Жванецкий, рассказывал, дайте россиянам, русским свободу, и они повесят, освободите из его тюрьмы, они повесят на воротах тот, кто им дал свободу, и вернутся на нары. То есть для того, чтобы им управлять, им нужен жестокий, сильный царь, сильный в этом смысле, жестокости сильный. Потому что жестокий не может быть сильным по определению. Поэтому нам это не нужно. Просто нам нужно их убивать, сажать, контролировать. Нет. А если мы будем с ними, как чеченцы есть на самом деле, то есть по-божественному, по-человеческому. Да, вот совершенно верно, Тишмер. Вот в таком случае получится, что их это не устроит. Нам это не нужно. Ну, у Кадырова есть, кстати говоря, он из них, он же это Россия, Россия это он. Поэтому вот ему есть куда стремиться, да. Аслан, помнишь вой, как россияне подняли, когда 4 российских солдата чеченского происхождения сдались в плен Курской области, а про сотни солдат армии РФ и из ФСБ замалчивали? Да, конечно, конечно. Ну, а это, ладно, россияне подняли. Украинские блогеры, пропагандисты, которые не работают на Украину, они подняли этот вой. Представьте, задержали пограничников, ФСБшников, каких-никаких, да, ну, а все равно говорят там 4 чеченца. Представьте себе. А потом это называли, заградотряды там были, говорит. Там были заградотряды, там было там 20 русских и 1 чеченец. Их там вот так распределили. А зачем чеченца туда посадили? Говорит, чтобы никто не убежал. И это называется заградотряд. Вообще-то заградотряд это был, который находился там в километре сзади с пулеметами, с опорными точками. И отступающих просто расстреливали. А если ты вместе с ними сидишь, то ты просто им дух поднимаешь. Ты же тоже с ними погибнешь, когда на тебя идет штурм. То ты вместе с ними погибнешь. И вот для этого их туда посадили, чтобы не драпали. Понимаете? Что один скажет, вы что, куда мы побежим? Нельзя бежать, отступать нельзя. Но чеченец же скажет, и сколько таких сейчас погибает. Хотя следовало бы и драпать, и сдаваться, и переходить, а не глупость делать, которая неуместна. Вот так они, кстати говоря, чеченцев забирают на войну. На слабо. Ты что, не мужчина, ты что, боишься? Да ладно, чего ты там, туда-сюда.
И тот идет. Так. Лайманас Машуэль. На самом деле украинцы башковитые. Просто зло в лице России не давало им развиваться. Да, абсолютно верно. Самый в Советском Союзе вклад огромный от Королева, да, величина на самом деле, до многих-многих. Это украинцы. И воевали также. Все на плечах Украины вытягивалось, украинцев. Абсолютно точно. Украинцы сами очень красивый народ. Посмотрите на россиян. Орки. Ну, да, согласен. Так, что у нас тут еще? Так, ладно, друзья. Затишье перед бурей. Такое впечатление у меня, что они готовят относительно Украины, США и России. Что они готовят относительно Украины, США и России? Ну вот, а я только что в начале как раз об этом и говорил, что, скорее всего, может быть эскалация вот в Калининграде, Калининградской области, рядом. Будут проводить диверсии, теракты и поднимать. Сейчас выборы здесь пойдут. Люди начнут недовольные выходить, и в этот момент могут происходить теракты, там разные. Ну, короче говоря, не хочу накаркать ничего, но, по всей видимости, к этому все идет. Идет к этому, по идее. Как-то так. Друзья, на этом я свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Постараюсь выйти завтра, но не обещаю. Постараюсь выйти. На этом всего самого хорошего, друзья. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Оль. Всего хорошего, друзья. До свидания. Да, скорее всего, страны Балтии она хочет. Там начать.